Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил приостановку соцвыплат в Абхазии. Сразу в 3 селах Гудаутского района идут работы по укладке асфальта. Пациенты республиканской больницы вот уже несколько месяцев получают трехразовое бесплатное питание. Президент Аслан Бжаня выразил соболезнования в связи с кончиной известного общественного и политического деятеля, героя Абхазии Альберта Тополяна. Трудно переоценить вклад Альберта Гаспаровича в становление и развитие нашего государства, в сохранении межнационального согласия в обществе. Он был верным соратником первого президента Владислава Арзанба. Во время войны народа Абхазии занимал должность заместителя Государственного комитета обороны. Бойцы созданного по его инициативе батальона имени маршала Баграмяна с честью защищали родину от агрессоров. В послевоенные годы Альберт Тополян активно участвовал в налаживании мирной жизни в Абхазии, занимая различные государственные должности. Вся его жизнь – это пример бескорыстного служения Родине. Светлая память о большом патриоте Абхазии, замечательном человеке Альберте Гаспаровиче Тополяне останется с нами навсегда, говорится в тексте соболезнования. Соболезнования родным и близким по случаю смерти Альберта Тополяна выразил спикер парламента Лаша Ашуба. Альберт Гаспарович был истинным патриотом Абхазии, и это находило отражение в его многогранной деятельности. На всех ответственных государственных и общественных постах он проявлял себя как опытный руководитель и организатор, обладавший высокими нравственными качествами и активной жизненной позицией, пользовавшийся высоким авторитетом среди коллег, друзей и единомышленников, отмечается в соболезновании спикера парламента. Церемония прощания с Альбертом Тополяном состоится 6 сентября в Доме учителя в Сухуми. Траурный митинг начнется в 14 часов. Похоронят Альберта Тополяна в селе Пшап. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил балансом обязательств приостановку соцвыплат в Абхазии. Приостановка России соцвыплат в Абхазии не является обострением. Речь идет о соблюдении баланса тех обязательств, которые взяли на себя правительства двух стран, заявил Лавров в интервью телеканалу РБК. Я не называл бы это обострением. Это, вот возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили, это выполнение достигнутых договоренностей. Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы, по-моему, в парламентах, у каждой стороны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств. И наши абхазские друзья это прекрасно понимают. В частности, сейчас министром иностранных дел снова стал Сергей Миронович Шамба, который и затронул эту тему в публичном пространстве. Я, когда его поздравлял с возвращением на пост главы внешнеполитического ведомства, я его пригласил посетить Россию в любое удобное время. Уверен, что мы в ближайшие недели сможем такую встречу организовать. И, конечно, другие наши ведомства со своими коллегами в Сухуми ведут соответствующую работу. Но главное, еще раз, выполнение всех достигнутых договоренностей, одобренных президентами. Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с газетой «РУ» заявил, что в парламенте Абхазии есть люди, которые стремятся навредить российско-абхазским отношениям. В течение достаточно долгого времени парламент Абхазии уходит от выполнения обещаний, связанных с гармонизацией законодательства. Например, не признает юрисдикцию арбитражных судов. Документ на этот счет в парламенте
парламенте, но депутаты не принимают решения под влиянием популистских настроений и кампаний подозрений в отношении России, которая ведется некоторыми лицами. Насколько мне известно, это объясняется именно этим. Все остальное, я так понимаю, в процессе дальнейших переговоров и обсуждений, сказал Затулин. Он также считает, что активное меньшинство в абхазском парламенте ведет кампанию против соглашений с Россией, видя в этом ущемление суверенитета республики. Решение о приостановке соцвыплат в Абхазии прокомментировал и депутат Госдумы, представитель фракции КПРФ Александр Ющенко. В разговоре депутат отметил важность ратификации соглашения о взаимном признании судебных решений. Он подчеркнул, что несмотря на необходимость гармонизации юрисдикции, следует помнить о статусе Абхазии как самостоятельного государства. Вопросы юрисдикции требуют обсуждения и компромисса между парламентариями обеих стран. В целом много вопросов, но все равно так или иначе и жители Абхазии заинтересованы в том, чтобы продвигать, укреплять и расширять взаимодействие с Россией, но не на условиях диктата, интереса олигархов, застройщиков, а на условиях взаимного сотрудничества и выгоды для сохранения абхазского колорита и культуры, сказал Ющенко. Кризисы в отношениях России и Абхазии возникают не в первый раз, отмечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев. Но нет ничего трагического. Команды будут работать, кризис будет преодолен с пользой, надеюсь, для обеих сторон, сказал РБК-эксперт. Обеим сторонам важно научиться понимать друг друга, считает эксперт. Очень часто на наши отношения с Абхазией накладывается меркантильная логика из серии «если мы оплачиваем ужин, то мы выбираем музыку». Да, все понимают, что мы оказываем огромную помощь Абхазии, но это не значит, что мы можем взаимодействовать с ней без уважения и без учета национальных особенностей, продолжил он. Сухуму, в свою очередь, важно понимать, что Россия – союзница, которая ему неоднократно помогала, и что воспринимать ее в стиле «дайте денег, а мы тут сами разберемся» неверно. Вот эти две максимы нужно объяснять по обе стороны границы, отметил эксперт. Министерство финансов Абхазии предоставило полную информацию об оказании финансовой помощи Российской Федерации Республике Абхазия на софинансирование повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. В настоящее время речь идет о приостановлении перечисления финансовой помощи на софинансирование повышения зарплаты основных категорий работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан, сообщает Минфин Республики Абхазия. Кроме того, на официальном сайте Кабинета министров республики можно ознакомиться с информацией Минэкономики о гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Сразу в 3 селах Гудаутского района идут работы по укладке асфальта. В селе Хуап дорога уже заасфальтирована, а вот в Лыхны и Бармище работы продолжаются. Все подробности в репортаже Угусы Вардания. Вот уже более 3 недель, как в селах Гудаутского района, Хуапе, Лыхны и Бармище идут работы по укладке асфальта. Дорога, ведущая из Гудауты в село Хуап, на протяжении долгих лет оставляла желать лучшего. Добираться в село было тяжело и занимало более часа, рассказывают местные жители. Сегодня у сельчан есть возможность беспрепятственно передвигаться на своих автомобилях по новому асфальту. Здесь проживает более 130 семей. Сегодня 15-16 минут. И очень легко можно попасть в Гудауту. Эта дорога соединяет 3 села. Это Дуриб, Черхуа, Хуап. Вот, для всех это состояние дороги было, если так сказать, ужасное. И достаточно давно мы просили, чтобы нам эту дорогу заасфальтировали. Но в этом году нам эту дорогу сделали. Выражаем огромную благодарность руководству Абхазии, всем тем, кто приложил усилия.
Асфальт в селе Хуап был уложен в 1984 году. С тех пор подобных обширных ремонтных работ на дороге не проводилось. Протяженность заасфальтированной местности 6714 метров. Отремонтированная автомобильная трасса проходит через села Джирхуа и Дурипш. Здесь асфальт был сперва выравнивающий слой, потом второй основной слой 7 сантиметров. Асфальт, качество его хорошее. Ну, вообще асфальт служит не 40 лет, а служит он при большой интенсивности движения 6 лет, 7 лет, а потом его надо ремонтировать обязательно. Но я думаю, здесь он прослужит чуть дольше, потому что интенсивность не такая, как на шоссейных. Ремонтные работы идут и на дороге между селами Лыхны и Дурипш в местности Хапшира. Протяженность дороги 10 334 метра. Здесь асфальт также был уложен в 80-х годах прошлого столетия. За почти 40 лет эксплуатации асфальтное покрытие пришло в непригодное состояние. Здесь тоже в 80-х годах асфальт был уложен. Ну, да, столько лет прошло, естественно, он был разбитый. Лучше по гравийной дороге проехать, чем по разбитому асфальту. Поэтому очень сильно разбитый был. Его отфрезеровали, выравниваем. Эта дорога выходит прямо в городе Гудаута, где музыкальная школа, вот там туда и выходит. Она оживленная, здесь много народу живет, она нужна. Ну, к концу месяца, я думаю, все работы завершатся. Еще же погодные условия, мы же зависим от погодных условий. Поэтому всегда мы добавляем чуть-чуть время, чтобы на погоду сделать скидку. Хапшира – это историческая местность в Лыхны. В Отечественную войну народа Абхазии здесь погибло 37 бойцов. Сейчас в Хапшире проживает около 150 семей. По словам местных жителей, ездить по разбитой дороге было просто невозможно. Так, конечно, народ нервничал. Это тут ямы большие были. Нормальную машину, кто имеет, не хотел даже по этой. Даже автобусник, школу детей, которые возят, не хотел особо отсюда ехать. Но вынужденно ехали. Первая, вторая скорость, вот такие дела. Очень плохом, плачевном состоянии была дорога. Спасибо говорим и ребятам, кто асфальт укладывает, и правительству, кто непосредственно помогает и внимание на это обратил, начиная с нашего депутата Аслана Лакоба и всем, и, конечно, премьер-министру Золотинской Чанкаб большое спасибо. Кристина Узган отношение, конечно, имеет непосредственно. Работы по укладке асфальта в Хапшире начались 25 августа. Их планируют завершить в течение недели. Асфальт укладывают и в селе Бармыш по дороге, ведущей от республиканской трассы к Чернореченскому форелевому хозяйству. Ее протяженность составляет 3750 метров. В начале проекта по Чернореченскому форелевому хозяйству инвестор пообещал, что поможет с данной дорогой. И вот на сегодняшний день вот обещания свои выполняет. Порядка 68 миллионов рублей заложено на данную дорогу. Дорога строится активными темпами. Я думаю, в самое ближайшее время мы вот покажем хорошую, красивую, удобную дорогу. А когда вы начали? Практически там 1,5 километра, 2 километра мы уже прошли. То есть... Укладка асфальта в селе Бармыш завершится в ближайшее время. Гугут Савардани, Фатима Гергия, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. За вклад в развитие таможенной службы Республики Абхазия ГИЦ Руслан Рауфович награжден орденом Махцапша 3-й степени. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. Владислав Куликов стал новым руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии. Состоялась его встреча с главой Галского района Константином Пиле, где обсуждались вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба Русского дома в Абхазии. Куликов также встретился с директором Галского гуманитарного колледжа Гунтой Кварчи и руководителем Центра открытого образования Игорем Басовым. С июня 2022 года представительство Россотрудничества в Абхазии возглавлял Дмитрий Федотов.
Пациенты республиканской больницы вот уже несколько месяцев получают трехразовое бесплатное питание. Сбалансированный здоровый рацион готовится в столовой медучреждения под присмотром и доставляется в палаты. Наша съемочная группа побеседовала с сотрудниками больницы и пациентами. Репортаж Рады Чичава. Эффективное и сбалансированное питание в стационаре не только обеспечивает необходимые питательные вещества для поддержания здоровья, но также способствует повышению иммунитета, ускорению регенерации тканей и улучшению общего состояния пациента. Именно поэтому в республиканской больнице с марта месяца появилось трехразовое бесплатное питание для пациентов. Сумма, заложенная на год, составляет 7 миллионов 827 тысяч. Если разделить на месяц, это получается около 652 тысяч в месяц. Если говорить о количестве пациентов, у нас одномоментно в стационаре лежит до 200 человек. Вот на сегодняшний день это 142 пациента. Готовится еда в пищеблоке, затем разносится по отделениям. Рацион, поступающий не только стационарным больным, но и родильному отделению больницы, утверждается диет-врачом. Юлиана Кубрава рассказала, что питание готовится с учетом особенностей медицинской диеты того или иного пациента. Трехразовое питание, оно рассчитано на больных с заболеваниями углеводного обмена, в послеоперационном периоде, даже роженицы получают это питание. Все сбалансировано с подсчетом жиров, белков и углеводов. Калораж тоже не превышающий 3000 калорий в сутки. Стараемся индивидуально тоже подходить к пациентам, все в соответствии с санитарным нормам. Стараемся угодить нашему населению по мере возможности. По словам Юлианы Кубрава, возможность обеспечивать сбалансированное питание в больнице значительно облегчает не только работу врачей, но и жизнь пациентов. Ведь многие стационарные больные или же послеоперационные пациенты приезжают в республиканскую больницу со всех уголков Абхазии. У некоторых может не быть близких, готовых взять на себя заботу о рационе родственника. Пациенты очень довольны, они... Первое, раньше что было, спрашивали, а вас кормят, потому что есть и люди, которые не имеющие родственников, не имеющие возможности выйти, купить себе что-то поесть. И это очень удобно, потому что у нас пациенты в общей массе, живущие не в Сухумском районе даже, приезжие из сел. И это очень комфортно и для родственников пациента. Помимо очевидного комфорта для пациента, получающего трехразовое правильное питание во время лечения, соблюдение всех диетических правил очень важно для выздоровления больного. Диета очень важна в выздоровлении, вообще в ведении пациента. Это одно из первых в рекомендациях лечения, это стоит диета. Если человек будет неправильно питаться в раннем послеоперационном периоде, вообще просто болеющий какими-то заболеваниями, то его состояние будет усугубляться. О рационе и качестве питания в больнице мы поговорили с пациентами стационарного отделения. Завтрак, обед, ужин, причем обед первое, второе и третье. И готовят очень вкусно. Вам нравится? Нравится. Все удобно. Здесь такое доброжелательное отношение к больным, что чувствуешь себя как дома. Здесь все. Завтрак, обед, ужин. Все, я вам скажу честно, я даже не ожидал. Я первый раз вообще в больнице. Но здесь сказать шикарно для больницы, может быть, как-то это не так. Но все на высшем уровне. Очень прекрасно, очень вкусно. Самое главное, что отношение всех медработников на высшем уровне. Просто приятно, все уважительно, все прекрасно. Администрация больницы планирует и дальше улучшать подход к питанию пациентов. Хотелось бы, конечно, сделать так, чтобы пациент получал парциальное питание. Вот индивидуально на пациента готовилась порция. Это могут быть контейнеры. Мы разговаривали с санитарно-эпидемиологической службой, провели консультации. Они нам порекомендовали, в какой посуде это можно и нужно
доносить до пациентов. Это должна быть металлическая посуда, которая обрабатывается, выдерживает обработку, стерилизуется, выдерживает стерилизацию. И вот хотелось бы, чтобы мы через какое-то время к этому уже пришли. Отзывы пациентов демонстрируют главное. Все этапы работы пищеблока больницы – процесс сложный, но очень важный. Ведь правильное питание помогает не только сохранить здоровье, но и восстановить его во время лечения. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. В пятницу 6 сентября с ночи и до полудня возможны осадки, гроза. Температура воздуха ночью 18-23, днем 25-30 градусов тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.